Из Башкортостана планируют запустить прямые авиарейсы в Китай. Об этом стало известно на международном форуме «Транспорт России», который проходит в Москве. Делегацию возглавляет Ради Хабиров. Также в Уфе намерены построить новые мосты. Один из них соединит Дему с Нижегородкой, а другой появится в створе улицы Интернациональной в северной части города. О первых итогах форума и проектах подробнее расскажет Даниил Байков. Московский гостиный двор на этот раз стал настоящим центром притяжения для экспертов в сфере транспорта со всей страны. Стенд Башкортостана выделяется не только тем, что представители региона встречают всех участников с присущим башкирским гостеприимством, но и масштабными инфраструктурными проектами и замыслами. Ради Хабиров предложил банку ВТБ построить в Уфе мост через реку Белую в створе улицы Интернациональной. А еще продолжить возведение второй очереди межвузовского кампуса. Руководитель правления Андрей Костин заинтересовался идеями, поскольку банк уже сотрудничал с республикой и финансировал работы на восточном выезде. Сейчас профинансировать строительство моста ни из федерального бюджета, ни тем более из нашего это невозможно. Поэтому мы снова работаем над формированием нового концессионного соглашения. Вот как восточный выезд. Восточный выезд, да, это платная дорога, но тем не менее для людей это существенно. У нас там в месяц 26, брать не буду, давай. Я забыл эти цифры. Достаточно большое количество людей пользуются. Еще один мост может появиться и в другой части Уфы. Ради Хабиров обсудил вариант строительства сооружения через реку Белую уже в створе улицы Революционной с представителями компании «Инфратех Концессии». Он должен соединить район Забелья с центральной частью города. Проект взяли в работу. Конечно же, это не проекты ни одного дня. То есть сегодня, в том числе в формате B2B, мы договариваемся о реализации проектов на 26, 27, 28 года. И дороги для республики играют действительно важную роль прежде всего для экономики. Через территорию региона проходят основные транспортные потоки. Речь идет о строительстве трассы М-12. Она проходит через Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский районы. Магистраль планируют сдать уже летом следующего года. Строительство вот этого участка позволит сократить расстояние от Москвы, Казани до Уфы, до Екатеринбурга, там под 400 километров. На встрече с руководителем Автодора Ради Хабиров обсудил вопросы восстановления дорог, которые получили повреждения при перевозке материалов большегрузами. Любая дорога предполагает разрушение сопрягающей инфраструктуры, поэтому здесь просто надо восстанавливать. До конца года должны достроить и новый участок федеральной трассы М7 «Волга» в обход 5 населенных пунктов – Исаметово, Верхнеяркиево, Лаишты, Ишкарова и Осяново. Об этом было заявлено на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. В 2024 планируется открыть движение по трассе Бирск-Тустуба-Сатка. Большие намерения есть и в сторону Оренбурга. Р-240, как я уже сказал, мы подтвердили намерение, что в следующем году уже начнется основной объем работ, расширение до Зергана. Это хорошая история. Вопросы безопасности движения на дорогах обсуждались на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным. Недобросовестные водители закрывают номера, чтобы не платить за перегруз на пунктах весового контроля. Поэтому власти намерены дополнительно установить там камеры и увеличить штрафы в 2, а то и в 3 раза. Это поможет дорожному фонду укрепиться, строить дополнительные дороги, ну и приводить всю нашу, как мы говорим сейчас, опорную сеть в нормативное состояние. Современную динамичную жизнь невозможно представить без авиатранспорта. С директором компании «Азимут» Павлом Удодом Ради Хабиров обсудил планы по открытию рейсов из Уфы в Китай, а внутри страны в Горно-Алтайск. Глава Башкортостана подчеркнул, что региональные власти предоставляют субсидии для снижения цены билетов на внутренних линиях. С компанией «Азимут» они навсегда отзываются. Мы просили Самарканд открыть, они открыли Самарканд. Мы просили ряд городов России открыть, они каждый год открывают новые рейсы. У нас вот в следующем году будет летать Новокузнецк. Мы увеличиваем не только количество перевезенных пассажиров, но и маршрутную сеть. Мы летаем уже и в Сибирь, на юг, то есть уже мы используем аэропорт Уфа как некий такой транзитный аэропорт, транзитный хаб, поэтому мы и дальше будем развивать. Обсудили на полях форума и вопросы развития круизного речного туризма в регионе с компанией «Водоход». Это направление стало активно развиваться в Башкортостане с прошлого года, когда в Уфу стали заходить круизные теплоходы. Обсудили возможность, что если мы следующий год плотно поработаем, то в 2026 году у нас зайдет компания со своим флотом
прогулочных катеров достаточно высокого, новыми на электроходу эту работу. На площадках форума работают около 4000 человек. Здесь ищут ответы на вопросы по улучшению транспортной системы страны. Прежде всего, в доступности получения качественных услуг на воде, в воздухе и на суше. И самое главное, в безопасности. Даниил Байков, Ильшат Казакулов, Марат Юнусов. Новости. Москва.